родился и вырос в республике Ингушетия, я, как никто другой, осведомлен о самых насущных проблемах региона. Это видеоинтервью Рашида Хулагова, участника конкурса «Лидеры России. Политика». Оно же одно из выполненных им условий для участия в проекте. На первом этапе он также дал ответы на 3 вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности. Проект «Лидеры России. Политика» ориентирован прежде всего на людей, которые хотят служить обществу. Рашид считает, что нашему региону нужны молодые и энергичные дипломаты-инноваторы. К ним он себя и относит. В плане карьеры даже не быть каким-то высокопоставленным чиновником, а быть личностью, которая что-то может сделать полезное. Рашиду 22 года. На протяжении 2 лет работает помощником депутата Госдумы Ишага Сгиреева. На сегодняшний день считает это своим единственным и серьезным достижением. Гордится возможностью вести диалог с жителями республики, быть участником решения проблем региона. Однако Рашид Хулагов считает это недостаточным для полного удовлетворения своих желаний. Быть максимально полезным для своего народа и в целом страны – главная цель в его жизни. Не сомневается, что этот проект станет серьезным толчком в реализации намеченных планов. Так как я от нашей республики иду на этот конкурс, то я описал такие важные проблемные сферы региона. Это туризм, медицина, образование. Это если так в общем брать. Насчет того, что я хотел бы внедрить в республику из, скажем так, новизны, это инновационное развитие. То есть множество центров инновационного развития, то же самое Сколково, которые активно взаимодействуют с регионами, и это приносит свои плоды. Рашид окончил Московский университет «Синергия» по специальности менеджмент. Сейчас параллельно с работой проходит магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Признается, будучи школьником, представлял себя специалистом совсем в другой области. Планировал стать врачом. Получилось, что узнал о программе «Кадровый резерв», профессиональная команда страны в рамках университета, и почему-то потянул туда. То есть вы отказались от своей мечты быть врачом? Ну, я бы не сказал, что моя мечта была быть врачом. На тот момент у меня была некая неопределенность, а вот благодаря этой программе я уже понял, чего я хочу и кем я хочу быть. Рашид Хулагов с пользой проводит и свободное от работы время. Часто зависает в библиотеках столицы, посещает музеи, по возможности и театры. Делится еще одним хобби. Несколько лет назад начал писать роман. Мечтает завершить его и увидеть в больших тиражах на прилавках. Немного раскрыл сюжет будущей книги и нам. Содержание рукописи невольно наталкивает на мысль, что то, чем Рашид занимается сегодня, вдохновляет его во всем. Он про политику и связан отчасти с республикой, и в целом про политику федерального уровня. Я об этом тоже ранее говорил, про период в нашей стране, про будущую дату, очень важную для нашей страны, и история про политического деятеля, который становится свидетелем и участником всего этого. Проект «Лидеры России. Политика» проводится по поручению Владимира Путина. Он признан создать социальные лифты для активных граждан страны. В этом году участие принимают около 35 тысяч россиян в возрасте от 21 до 55 лет. От Ингушетии заявку подали 21 участник. Уже состоялись полуфиналы основного конкурса во всех федеральных округах. Конкурс будет оценивать социально значимые достижения участников, их цели и мотивацию в общественно-политической деятельности, а также такие качества, как служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат, организаторские способности, системное мышление и публичные коммуникации. Я считаю, как и многие наши ребята, которые участвуют в республике, что мы, неважно, кто из нас пройдет, кто бы ни прошел, мы сможем внести вклад. Определенный вклад сможем внести, конечно же, не одни, с помощью наших жителей и при помощи руководства республики. По итогам голосования жюри конкурса определит 60 победителей. Для них будет создано направление для подготовки не только исполнительной власти, но и для представительной. Уже определены 12 наставников. Среди них сенаторы, вице-спикеры, депутаты и зампредседателя Госдумы. Мне хотелось бы в качестве наставника видеть Петра Толстого. Это заместитель председателя Государственной Думы, ведущий, человек очень опытный, медийный,
И я считаю, что у него я бы мог многие навыки для себя перенять. Как отмечают руководители проекта «Лидеры России. Политика», нет гарантий, что победители обязательно попадут в Госдуму. Однако благодаря конкурсу для руководителей нового поколения они наверняка будут востребованы и примут участие в предстоящих выборах. Диана Дударова, Джамалел Тамасханов. Новости 24.